Наступила осень, погода на улице становится все холоднее, и единственная радость для многих – это налить себе горячий чай, укутаться в одеялко и начать читать любимую книгу. Предлагаю посмотреть, как же празднуют День чтения в республике. В Башкортостане проходит первый республиканский день чтения. Гора новостей на торжественном открытии праздника, приуроченного к Году науки и технологий, в главном корпусе Национальной библиотеки имени Ахмед Заки Валиди, где поднимали вопрос об актуальности библиотек. Вот как ты думаешь, почему нельзя просто закрыть библиотеки? Сейчас же есть интернет. Дело в том, что от интернета глаза портятся, зрение портится, и поэтому лучше всего ходить в библиотеки, так как ты гуляешь, ты что-то узнаешь, какие-то новые места дополнительно. Лично для тебя что удобнее, это аудиокнига или обычная? Обычная, потому что через аудиокнигу уже передают голос, интонацию, и может уже какое-то воображение, а через книги ты читаешь мысленно сам, и поэтому воображаешь тоже. В этом году День чтения в республике идет в формате акции тотального чтения под слоганом «Читай, открой мир науки, знаний и творчества». А также каждый желающий может принять участие в фестивале-марафоне чтения и знаний под хэштегом «Читай365». Как ты думаешь, почему важно читать классические произведения? В классических произведениях наша история. Мы познаем через нее. Какое ты можешь посоветовать произведение и почему? Это, наверное, «Бедная Лиза», потому что это романтическое, во-первых, произведение, оно мне очень нравится. Оно рассказывается о девушке, которая полюбила незнакомого человека и полностью ему доверила. Оно учит, что нужно в первую очередь доверять самому себе, а не людям, с которыми ты увиделся, может быть, даже один раз. Это мероприятие проходит в формате пресс-встреч читателей библиотеки с председателем Союза писателей и другими значимыми в литературном мире людьми. Здесь рассказывали о пользе чтения и обсуждали заслуженных писателей и их произведения. Также на празднике можно было посмотреть выступления студентов Республиканского колледжа культуры и искусства. Для многих марафон – это отличный стимул начать читать, тем самым улучшая свой кругозор и пополняя словарный запас. Давайте поучаствуем в этом вместе. Камила Заградинова, Вахид Халимов, специально для Горы новостей.